Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто страстно желает встречи с вами? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пожалуйста, ни о ком не думайте. Давайте посмотрим, что за человек страстно желает встречи с вами. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, не забывайте про это, чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не упускайте. Так, вышел образ человека, очень худого, изнеможденного. Человек либо болеет очень сильно, ну, либо у человека сейчас какие-то прям серьезные проблемы, очень такие жесткие, да, реалии жизни вокруг него. Человек, который, ну, давайте так, попросту спустил свою жизнь в сливной бачок. Ну, не знаю, как еще можно сказать. Вот вижу, что за ним тянется длинный такой жирный хвост его дел, его поступков. То есть, грубо говоря, сейчас он расплачивается за грехи давно минувших дней. То есть человек сам себя приговорил к такому тяжелому положению, состоянию в жизни. Этот человек страстно желает вас увидеть, потому что вы у него ассоциируетесь, да, воспоминания о вас ассоциируются с теми прекрасными днями, когда он был молод, здоров, полон сил, когда его любили, за ним ухаживали, когда вы, такая невероятная, прекрасная и светлая женщина, были рядом, смотрели на него большими влюбленными глазами. И, ну, грубо говоря, вот мир, он был другим, он был светлым, он был прекрасным. В нем не было ни боли, ни страданий, ни какой-то вот этой ужасной щемящей пустоты. Здесь явно человек, с кем у вас были отношения, может быть, даже и брачные отношения. С этим человеком вы прям совсем давно не виделись. И человек себя довел до такого состояния упадка сил, болезней, разочарований, горести и бедствий. Сейчас он абсолютно одинок, да, либо в момент, когда смотрит. Хотя мне кажется, что в принципе по жизни одинок. Вот. И все, что у него в жизни осталось, ну, кроме его этих болячек, это светлые воспоминания о вас и о том времени, когда ему было воистину хорошо. У человека явно какая-то покалеченная, попорченная жизнь. Обычно так проигрываются либо, ну, вот такие прожигатели жизни, да, когда человек живет одним днем и будь что будет, не думает о будущем. Либо человек, который в свое время был под порчей, либо, возможно, даже под каким-то приворотом. То есть он порченный, да, порченный идет. И из-за этого и жизнь у него так наперекосяк пошла. Понятно, что все разные, у каждого отыграется по-своему, но тем не менее, что есть, то есть. И я не вижу, чтобы ваша встреча состоялась. У него не достанет ни сил, ни возможности прийти к вам навстречу, найти вас. Может быть, он вообще не знает, где вы находитесь. И также высшие силы не позволят, чтобы вы с этим человеком встретились. Потому что вы женщина невероятно добрая, невероятно сердобольная. Вы не сможете пройти мимо. Вы кинетесь, да, помогать, спасать и, в общем, поддерживать этого человека. Даже если очень обидел, даже если против вас какую-то гадость совершил. Все равно вы, ну, понимаете, жалко станет, и вам просто совесть не позволит мимо пройти. Поэтому высшие силы не допустят, чтобы эта встреча состоялась. Не нужен вам этот человек. Этот человек сам себе этих делов наделал. И теперь вот он испытывает все это
знаете, как последствия, да, он испытывает на себе эти все последствия, его предупреждали, ему говорили, ему знаки были, и свыше ему пытались вот как-то подсказать, вытащить. А он все это проигнорил, у него там в голове были там гульки, какие-то там, знаете, эти мимолетные там шарашки увлечения. Ему хотелось вот прям, да, свобода, свобода, я то, я сё. И вот докатился до такой жизни. Ну, девчонки, что вспоминает? Вспоминает вас как светлый образ. Вы для него такой, знаете, прекрасный ангел, ангел земной, которого он обидел, которого в свое время не оценил, а теперь уже ничего не поделаешь, да? Ничего не поделаешь. Вообще мне его показывают как вот огрызок яблока. То есть там уже без шансов, без вариантов. То есть жизнь уже, жизненный цикл, вернее, да, уже заканчивается. Там ничего хорошего не будет. И человек сам во всем виноват. Кстати, мне еще кажется, что у человека какая-то пагубная есть привычка, пагубная страсть. Скорее всего, алкоголизм. Либо еще того хуже, да, не будем об этом говорить. Ну, бывает, когда человек собственными руками уничтожит свою жизнь и превращает ее в руины. И да, хотелось бы вернуться, и да, хотелось бы прикоснуться к прекрасному, то есть к вам, но уже высшие силы этого никогда не позволят. Так, ну грустненько. Ну что ж, что есть, то есть, девочки, что я могу поделать? Дальше. Кто страстно желает встречи с вами? Женщина желает встречи с вами. Женщина, скорее всего, это какая-то ваша подруга, знакомая, может быть, даже родственница. Женщина, у которой в жизни очень крутые перемены произошли. От худшего к лучшему. Там женщина очень сильно возвысилась. У женщины сейчас в руках прям сконцентрированы деньги, власть, какие-то крутые возможности. Опять же, живет она очень неплохо. Ей бы очень хотелось с вами встретиться, ну, то ли для того, чтобы помочь, то ли для того, чтобы похвастаться. Ну, вот честно, и так может отыграться. У кого-то действительно помощь, да, она, может быть, вы ей в свое время помогли, да, теперь она хотела бы вам вернуть долг. А у кого-то, наоборот, отыграется, что она хотела бы перед вами вот там прям похвастаться. Смотри, какая я стала, смотри, как я живу. Ну, в общем, да, есть такое. Эта женщина вышла с правой стороны. То есть здесь встреча состоится. И немножко попозже, может быть, даже, ну да, где-то в пределах 2-3 месяцев. Да, вот встреча состоится. Скорее всего, на просторах интернета, потому что там провода, связь, интернет, звоночки, там смс-очки. Да, вот как-то вы с ней немножко поговорите. Ну, что есть, то и есть, да. Дальше левая сторона. Здесь вышел образ мужчины, с которым вы встречаетесь. Сразу хочу сказать, да, вы периодически встречаетесь. Может быть, видите друг друга, может быть, живете по соседству, может быть, работаете вместе, может быть, даже в какое-то место вы ходите, да, например, больница, либо парк, либо магазин, да, и там периодически встречаетесь. Вот ему хочется встречи с вами, но не просто вот как встреча, да, ему хочется с вами свиданий, ему хочется с вами вот побыть наедине, приватно пообщаться ему с вами хочется. Сразу хочу сказать, что мужчина, он симпатичный, но походу он не свободный, потому что у него там и опять же хвост есть, и за ним люди стоят, и там и женщина, и дети есть. Скорее всего, он женатик. Вот, ему бы хотелось с вами где-то, вот, чтобы никто не видел, не слышал, пообщаться. Может быть, даже в интимном плане пообщаться. Да? Все-таки нравитесь вы этому человеку очень сильно. Но вот есть такое. Есть. Постоянно на вас глазеет, постоянно о вас мечтает, думает о вас. Вот, когда он вас видит, прям старается наглядеться, да, вот впечатлиться вами, запомнить каждую деталь, каждый элемент, каждый ваш изгиб, черточку, там, волосики, запах какой, да, духов. Вот все это впитывает, запоминает, но потом мечтает. К сожалению, мужчина этот, а может быть и не к сожалению, да, мужчина немножко такой трусоват. И против семьи он не пойдет. И даже если ему прям очень-очень сильно захочется, либо очень-очень сильно влюбится, все-таки не рискнет. И, наверное, все-таки еще понимает, да, зачем он вам нужен, такой проблемный, опять же, семейный,
Вот, вы женщина видная, вы женщина очень красивая, вы женщина желанная. Скажет, на меня даже не посмотрит. Не посмотрит. Ну вот да, есть такое. Так, с правой стороны. Ну, здесь это явно чей-то жених, либо чей-то муж. Мужчина с вами на расстоянии находится. То есть он где-то далеко, либо вы где-то далеко. Между вами конкретная такая вот дистанция, да, вот она соизмеряется, не знаю, километрами, сотнями километров, тысячами километров. Он далеко сейчас от вас находится. Вы для него не только любовь всей его жизни, вы для него еще какой-то стержень и стимул. Стимул, чтобы жить дальше, чтобы работать, что-то делать. Ну, понятно, да, все разные, у каждого разные условия. Грубо говоря, вы его кислород, да, мысли о вас придают ему силы, мысли о будущей встрече. Вот он четко знает, что встреча будет, поэтому я говорю, это, скорее всего, либо парень, либо муж. Да, он знает, что встреча будет, он знает, что надо переждать это время, да, переждать этот момент, и встреча точно будет. Он вас обнимет, он вас поцелует, он вас к себе прижмет. И вот вы его стержень, вы его дыхание, вы его жизненная энергия, и вы его жизненные силы. Вот. Слушайте, ну он прям очень вас любит. И еще ему очень хочется вас чем-то порадовать. Возможно, он уже что-то вам купил, либо мужчина на что-то решился. Ну, например, если это парень, то сделать предложение. Да, колечко купил, предложение будет делать. Если это ваш муж, тоже, возможно, какое-то украшение вам купил. Может быть, еще что-то лучше. Да, вот у него уже что-то есть. И это в его понимании для вас будет радостью. Да? Вот подарить вам этот подарочек. Он вот представляет, как вы порадуетесь, как глазки у вас будут светиться. Да, любит. Он вас любит. И я так понимаю, что и вы его любите, и вам его очень сильно не хватает. Да? Скучаете по нему очень сильно. Между вами очень мощная эмпатия сложилась. То есть вы друг друга можете ощущать на расстоянии. Вот вы о нем подумали, он о вас вспомнил. Он о вас подумал, вы его вспомнили. Вот, прекрасно, просто прекрасно. Чувства хорошие, чувства светлые. Кстати, здесь еще высшие силы такой знак поставили, как благословляют вас на то, чтобы вы были вместе. Вы скажете, а почему же тогда нас разлучили? Да, почему же мы сейчас не вместе? А я вам скажу, это для того, чтобы ваша любовь усилилась, укрепилась, и для того, чтобы мужчина ваш немножко поменялся. Мужчина, он неплохой. Тут нет таких признаков, которые бы указывали, что он плохой. Просто он, возможно, ну, скажем так, не ценил, либо не мог оценить по-настоящему, что такое семья, что такое любовь, как это жить в семье, как это посвящать свою жизнь кому-то, какие-то семейные ценности. Да, он, может быть, про них знал и слышал, и пытался их реализовывать, но он их не чувствовал. А вот именно эта разлука, невозможность быть вместе, она его закаляет, да, либо она пробуждает в нем эти желания семьи, желания семейных ценностей. Но в любом случае, что ни происходит, это к лучшему. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.